Здравствуйте, ребята! Сейчас мы начинаем онлайн-урок по физической культуре. Тема нашего урока – настольная игра «Шашки». Цель урока – отработать навыки с использованием правильной тактики в игре и развивать логическое мышление у учащихся и сообразительность. Шашки – это одна из самых древних игр. Шашки появились в X веке. Шашки были найдены на территории Киевской Руси. Найденные шашки были сделаны из глины, дерева, камня и янтаря. Этот факт говорит о том, что в эту игру любили играть люди всех слоев населения. Шашки имеют почти 50-вековую историю. Игра проникла в разные страны, и правила ее не изменились. И поныне существует много различных систем – русская, английско-американская, итальянская, канадская и другие. Шашки – это игра, которая тренирует внимательность, прививает усидчивость и нацеленность на победу. Шашки – это средство для умственного развития детей. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Правила игры в шашках. Шашечная состоит из 64 клеток, окрашенных в черно-белые цвета. Шашки также имеют черную и белую окраску. Перед началом поединка все фигуры выставляются в 3 нижних ряда на темный фон. Все ходы в игре осуществляются только на темном фоне. Обратите внимание, ребят, на рисунок. Преимущество первого хода всегда принадлежит белым фигурам. Фигурка делает ход вперед по диагонали на любую свободную клетку. Игрок, если коснулся фигуры, то он обязан ходить именно ей. Ходы между соперниками чередуются. Если перед шашкой стоит фигура противника, то после нее поле свободно, но ее можно убить, делая ход и вперед, и назад. Ходить в другую сторону при таком положении фигур запрещается, даже если вы подставляете себя под удар. Ходят шашки только вперед. За один ход при удачном расположении фигур противника можно убить сразу несколько шашек. Обратите внимание на картинку. Шашка соперника сразу погибнет, если твоя ее перепрыгнет. Если игроку удалось дойти до противоположного конца доски, то он переворачивает свою фигуру, она превращается в дамку. Теперь дамка может ходить по диагонали вперед на любое количество клеток. Также дамке становятся доступны ходы назад. Чтоб твою дамку не поймали, ход ее по всей диагонали. Убить дамку при соответствующем положении может любая фигура. Выигрывает тот игрок, кто первый убьет все шашки противника. За один ход шашку противника можно побить только один раз. Согласно этому правилу, если при более нескольких шашек противника шашка или дамка повторно выходит на уже побитую шашку, то ход останавливается. Побитые шашки противника снимаются только после завершения хода. Игрок на своем ходу обязан побить шашку противника, если у него есть такая возможность, но он при нескольких вариантах боя игрок волен выбрать любой. Пропуск хода не допускается. Цель игры – съесть или запереть шашку противника, побить врагов и чтобы их не было ходов. Ребята, здесь, как вы видите, вопросы по этой теме. Вы должны будете подготовить ответы на эти вопросы. Вы можете напечатать или же написать от руки и отправить обратно для проверки. Здесь продолжение вопросов, их всего 10. Спасибо за внимание, до свидания.